Да, спасибо, Виолетта. А мы находимся сейчас возле армянской церкви на Харьковском массиве, где происходит траурная панихида по геноциду армян в 1915 году, который был в Османской империи. Сегодня 99-я годовщина этого геноцида, и этот геноцид уже был признан 23 страны мира, уже признали этот геноцид. И сейчас мы пообщаемся с народным депутатом Украины, председателем Союза армян Украины Виленом Шатваряном. Господин Вилен, скажите, пожалуйста, вот вчера прозвучала фраза премьер-министра Турции по поводу того, что он выражает соболезнования по геноциду армян и надеется, что народы, у которых есть много общего, смогут вместе почтить эту память. Как вы относитесь вот к такому заявлению господина премьер-министра? Вы знаете, я в любом случае отношусь очень положительно к любым заявлениям, положительным, по крайней мере, которые касаются данной трагедии. Но я хочу попросить всех, абсолютно, все страны мира, если бы я мог попросить, я попросил бы не политизировать этот вопрос. Потому что почему-то до сих пор никто не хотел даже просто соболезнования, никакая там Турция, никакой Эрдоган там и так далее, не хотели соболезнования какие-то там семьям тем, внукам армян, которые погибли там, да, которых, грубо говоря, так очень грубо выражусь, вырезали там. Поэтому я вижу в этом заявлении политику, но все равно я очень рад, что в глубине души даже у такого сложного человека, как премьер-министр Турции, все-таки есть что-то человеческое. А как вы считаете, это заявление можно считать официальным как бы проявлением признания Турции геноцида, или это просто слова, по-вашему, с политической целью? Я же вам сказал, вопрос в том, что заявление абсолютно политическое. Там же не говорится конкретно про армян. Там говорится, что вот во время войны, которая произошла в 1915 году, погибли много народов, вне зависимости от национальности, от вероисповедания и так далее. Ну, я как армянин, у которого весь мой род, начиная и со стороны матери, и со стороны отца, все с города Ван. Это на территории Турции. И всю мою родню, кроме моей прабабушки, вырезали. Я не могу воспринимать это так. Я понимаю. А у меня еще вопрос. 11 апреля на сайте МИДа Турции было заявление, что Турция хочет сделать общую комиссию армян и турков по исследованию этого вопроса. Как вы к этому относитесь? Вот к такому предложению Турции вместе создать комиссию для того, чтобы исследовать этот исторический вопрос? Я отношусь очень хорошо к любым комиссиям, к любым, ко всему, что хотят создать для того, чтобы все поняли, что там происходило. Мы-то, как пострадавшая сторона, понимаем, что там происходило. А есть определенные народности, которые этого не понимают, тем более на сегодняшний день массированно пытаются изменить историю, в том числе турки. Забывая о том, что мы же не говорим о Турции, мы говорим об Османской империи, которая уже не существует. Вот я думаю, если отвлечься немного от самой Турции и взять саму Османскую империю, то абсолютно честно и справедливо можно разобраться с этим вопросом. Хорошо, спасибо большое. Я напомню, это был Вилен Шатварян, народный депутат Украины, председатель Союза армян Украины. И сегодня здесь происходит панихида по геноциду. По исторической справке, в результате этого геноцида умерло более 1,5 миллиона человек, более 2 миллионов человек были вывезены из своих земель. Студия, передаю вам слово. Спасибо большое. Я напомню, что это была Татьяна Бондарь, наш журналист. И мы продолжим эфир. Оставайтесь с нами, впереди еще очень много информации.